Привет, друзья! Россия ударила орешником по газовому хранилищу в городе Стрый Львовской области. Что это значит? Ну, во-первых, это крупнейшее газовое хранилище не только в Европе, но и во всем мире. Для сравнения, 11 газовых хранилищ в Украине, вместе взятых, меньше, чем газовое хранилище в городе Стрый. И, конечно, это колоссальный удар по экономике Украины и по инфраструктуре Украины, точнее, по тому, что от нее осталось. В Верховной Раде уже с утра нет отопления. Но и не только по экономике Украины. С 2023 года Европа хранит в этом газовом хранилище свои запасы газа, купленного в низкий сезон. И это означает, что это огромные удары по Европе. Это означает дальнейшее ослабление экономики, перенос производства из Европы в другие страны. Европе придется закупать более дорогой газ у Катара и США. Что интересно, газовое хранилище в городе Стрый построено, конечно же, Советским Союзом. Собственно, ничего во время независимости Украины из важнейшей инфраструктуры построено не было. Так что мы наблюдаем ту самую декоммунизацию, о которой говорил Путин в начале 2022 года. Но вот только расплачиваются за это не только уже теперь жители, простые жители Украины, но и жители Европы, которые явно не поддерживают этот курс, о чем ярко говорят рейтинги Макрона и Мерца. Почему орешник, как я понимаю, потому что только орешник, я опять же не эксперт в ракетной области, но из того, что мы можем на сегодняшний день, о чем мы можем судить, только орешник мог пробить удар на такую глубину. И, безусловно, задача была не устроить фейерверк, а нанести максимальный урон, что, как мы понимаем, было сделано. Вот таким образом обычные люди и в Европе, и в Украине платят за провокации политиков.